Опыт создания на территории Башкортостана первого в России геопарка ЮНЕСКО обсудят участники первого межрегионального фестиваля «Таратау», который пройдет в Уфе с 19 по 20 марта. Поговорим об этом подробнее прямо сейчас в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения с председателем Башкирского отделения Русского географического общества Салаватом Сагитовым. Салават Талгатович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с программы и участников. Расскажите поподробнее, кого пригласили, что будете обсуждать. Вообще, это наш первый опыт проведения такого фестиваля. В этом году Русскому географическому обществу 175 лет, оно было создано еще при царе, что называется, да, и последние 4-5 лет в Москве осенью проходит фестиваль РГО, Русского географического общества, но мы решили, что нам нужно тоже сделать свой межрегиональный фестиваль, где бы мы смогли поделиться теми практиками, теми наработками, которые есть у региональных отделений. Мы приглашаем на этот фестиваль не только специалистов и любителей природы и географии из Башкортостана, но и наших коллег из Русского географического общества, из Поволжского округа и из Уральского округа. И по нашим прикидкам, порядка 3000 человек примет участие в этом фестивале. Но очень большая деловая программа. Все-таки 2 дня будут различные обсуждения. Какие темы лично вам интересны? Ну и помимо создания геопарка на территории Башкортостана, что еще будут обсуждать? Здесь, наверное, знаете, на самом деле из той поговорки «слышал звон, но не знаешь, где он». Многие, наверное, слышали, что есть такое Русское географическое общество, но мало кто себе представляет, чем оно занимается. И вот этот фестиваль мы попытались сконцентрированно показать, чем все эти годы, в нашей республике где-то последние 7-8 лет активно работает отделение, а так нашему отделению 65 лет, с 1954 года оно в республике действует. И действительно показать людям, где можно поучаствовать, что интересного и чем надо нам помочь. А проектов большое множество. Вы сами уже сказали, наверное, один из глобальных проектов, где наше отделение РГО принимало очень большое участие, это создание первого геопарка Янгантау. И здесь и правительство республики, и региональное отделение Русского географического, что называется, рука об руку шли вместе, помогали друг другу, и результат, о котором много говорил и глава региона, и на федеральной прессе, действительно первый в России, хотя в Китае их уже 22, геопарк создан. И это не просто там вывеска, какой-то лейбл, что вот у нас геопарк, это достаточно большие возможности по увеличению туристического потенциала, по сохранению природного, опять-таки, наших ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. Тем более у нас на подходе второй такой геопарк, который тоже мы сегодня активно работаем с дирекцией геопарка Таратау. Шикарно. И да, это наш геопарк Таратау, который на территории 6 муниципалитетов предполагается будет находиться. Это вот один из больших проектов, который мы сделали. Второй большой проект, который тоже достаточно очень уникальный, это, скажем, сохранение уникального природного явления Аскынская ледяная пещера. Я думаю, мало кто знает в Республике Башкортостан даже, что в Архангельском районе есть деревня Аскын, где издавна была эта ледяная пещера. И свойственно ледяным пещерам лед то появляется, то тает. И для того, чтобы он действительно не растаял полностью, чтобы мы не потеряли это наследие, в свое время РГО был выделен грант главы региона, и помощь была от наших крупной компаний. И мы смогли сегодня наладить работу по посещению туристами этой пещеры, уникальной пещеры. Сейчас льды не тают, там мы даже смеемся. Есть лед, ледышка такая, она очень похожа на мамонтенка. И в этом году зимой у мамонтенка вырос хобот, да, то есть у нас там свой мамонтенок уже с хоботом появился. Эта пещера всегда использовалась там местным населением древности для ловли животных и так далее, но человечество, оно, к сожалению, опять же таки, не очень активно сохраняет то, что имеет, и эта пещера была уже практически в негодность. И сейчас там установлены и, скажем, решетки, и посещение сегодня возможно только через наше отделение Русского географического общества. Более того, скажу, то, что мы планируем в республике сделать Кшульганташу, посещение, запись по интернету. У нас в пещеру Асхан можно попасть исключительно, если ты запишешься по интернету. То есть там есть режим, что группой 20 человек может находиться в пещере не более
более 20 минут, а потом 30 минут пещера должна отдыхать. То есть вот тогда мы сможем и передать нашим детям, нашим внукам то, что оставили нам предки. Это тоже достаточно очень большой проект. Третий такой же природоохранный проект, если говорить, это Киндерлинские пещеры, 30-летие Победы, которые находятся в Гафурийском районе. К сожалению, мы сегодня должны констатировать, и в принципе и речка Зельем прекрасная, да, и природа, которая там находится, опять-таки неконтролируемая, под диким туризмом сегодня может прийти к разрушению. Киндерлинская, она тоже пещера ледяная. И благодаря Русскому географическому обществу было в свое время выпущено постановление правительства республики, где также на природный парк Зелим значит, свой график работы, где, когда можно посещать. И наша задача сейчас это направление так, усилить, оно только начало этой работы. Потому что на самом деле прекрасных мест у нас в республике много, все об этом знают, и многие бывали в разных местах, но как это эксплуатируется, к сожалению, именно эксплуатируется, конечно, иногда хочется плакать, глядя на труды, в кавычках, наших соплеменников гомо сапиенсов. Слава Талгатович, вы сказали, что не все знают, чем занимается Русское географическое общество в Башкортостане, но все-таки какие приоритеты вы ставите себе на ближайшие, допустим, 5 лет? Ну, это не только, наверное, наше отделение, это, в принципе, Русское географическое общество. Там несколько основных направлений работы. Первое, которое я более подробно осветил, это природоохранная деятельность. Да, мы помогаем органам государственной власти, муниципальным и частным структурам для того, чтобы сохранить природу. Кстати, вот достаточно уникальный проект нам предложили буквально наши коллеги из регионального Демского отделения РГО создать заказник на территории Демского района. И там мы посмотрели, вот буквально 2 недели назад проводили совет РГО, и мы будем ходатайствовать перед администрацией города Уфы, перед депутатами городскими о том, чтобы действительно создать этот заказник внутри города. Такой практики еще опять-таки А что это не даст? было. Что это за проект? Это проект, который направлен, там действительно застройка Демского района идет, и мы посмотрели генплан, до определенной части этот генплан заканчивается. И там у нас 2 болотца. Причем уникальные болотца, там много флоры, которая входит в Красную книгу. Там даже есть представители фауны, птицы из орлиных, которые входят в Красную книгу. И чтобы это сохранить, чтобы это не пропало, там есть поля, там есть луга. И это мы хотим предложить городу, чтобы действительно помочь природе, сделать и места для отдыха активного, места для вот такого, как в лес мы приходим, но чтобы это было культурно, светло, чтобы на лыжах покататься, не знаю, побегать и так далее. Но чтобы это опять-таки не оказалось заброшенным и затухшим болотом каким-то или речкой, загаженной речкой, а чтобы это действительно было место отдыха для большого микрорайона, который сегодня там Серебряный ручей, или в принципе для Демского района города Уфы. А много ли таких инициатив в целом в масштабах Башкортостана? Достаточно много, и очень легко в некоторых районах работать, где муниципалитеты к этому прислушиваются, действительно. И, в принципе, каждый муниципалитет сегодня, каждая глава, я думаю, заточен на то, чтобы сделать свой район привлекательнее для туристов. И вот одна акция, опять-таки, такая, которая, на мой взгляд, позволяет, результаты уже хорошие, это те мероприятия, которые проводит РГО, мы называем их 2 такие большие акции. Уральский барс и башкирская кругосветка. Давайте поподробнее. Вот, Уральский барс – это действительно интересная штука. Все мы знаем, что есть люди, которые покоряют Эверест, которые покоряют там, хребты Тянь-Шаня, Памир, Кавказские горы, но туда без подготовки специальной любой человек пойти не может, нас просто с вами туда не пустят. А наши Уральские горы гораздо старее всех этих гряд, поэтому они не менее изящные и красивые, поэтому они пониже, отметить, да. поэтому они пониже, и поэтому они более доступны для населения. И у нас максимальная высота Уральских гор, мы знаем, это гора Народная в Пермском крае, следующая это наш Ямантау, да, это 1600 с копейками. И в республике есть 7 таких точек, которые выше 1000 метров. И туда, еще раз говорю, чтобы на эти тысячники взобраться, не нужно специальной подготовки, но если ты туда заберешься, если пришлешь фотодоказательства, то мы присваиваем такое звание и специальный значок «Уральский барс». Есть еще продолжение, там 2-я часть Уральского барса, там нужно еще ряд объектов посетить. И надо заметить, мы вот в декабре месяце, когда подводили итоги 2019 года, у нас очень много коллективов, именно таких сплоченных, дружественных, семейных каких-то, или просто люди там собираются, посещают не только из республики. Из республики очень много, из Уфы, из других городов, там Стерлитамак, Ишимбай, Туймазы.
Из Москвы порядка 40 человек в этом году стали уральскими барсами. То есть они целенаправленно приезжали в республику для того, чтобы стать уральским барсом. Это такой, еще раз говорю, интересный, это больше популяризирующий республику проект, нежели вот там для скалолазов, альпинистов. То есть на самом деле популяризация республики, туристического потенциала, это тоже одна из больших обязанностей нашего отделения. И мы очень активно этим занимаемся. И сейчас новые проекты, почему опять-таки затеяли фестиваль? Чтобы показать то, что есть, и посмотреть те наработки, которые возможны с нашими соседями. Например, коллеги из Челябинской области предлагают несколько таких туристических проектов и экологических проектов совместных, потому что, что-то там очистка реки, там Уи вот сейчас, да, она и по территории нашей республики течет, и в Челябинской области. И в соответствии, конечно же, может, участвовали, может и нет. Мы проводили где-то месяц-полтора, наверное, назад малый географический диктант. Это тоже не один регион, я не слышал, чтобы регионы России проводили. Большой географический диктант, который был российским, а теперь международным. Мы с вами пишем уже 5-6 лет, обычно это проходит в ноябре. Мы придумали такую вещь, как малый географический диктант Башкирия. И нужно сказать, что у нас где-то 30 тысяч было посещений, полтора дня работала эта страничка, из них, так скажем, до конца дошли порядка 5000 человек, которые ответили все. Из 5000 человек 47 участников ответили 100 баллов. И вот мы как раз на этом фестивале у нас будем им вручать вот эти сертификаты и какие-то подарки. Но опять-таки здесь дело ведь не в подарках, дело в популяризации. Многие вещи мы с вами знаем, но не догадываемся, не систематизируем, и диктант для этого и пишем. Слава Талгатович, хотелось бы узнать вашу оценку инфраструктуры для развития туризма. В последние годы об этом много говорится. На каком уровне мы находимся сейчас? Но здесь надо понимать, на самом деле, когда мы говорим о туристическом посещении, конечно, официальные цифры, может, в республике не очень большие. Но тем не менее рост ежегодный пока. Понятно, но гораздо больше диких туристов. И задача, которые глава республики ставит нам перед министерством, ведомствами, перед муниципалитетами, конечно, приведение этого турпотока в порядок. Пока мы не Хорошо, приведем... каким образом Салават Нафиков получил уже такие поручения от главы Башкортостана Радия Хабирова? А вы бы что порекомендовали? С чего начать? Мы с Салаватом Агировичем на эту тему общались, и действительно вот у них и будет соответствующий фестиваль тоже по Туриаде, именно по развитию туризма. На самом деле очень не хватает инфраструктуры. Даже вот на нашей Асканской пещере, где мы предлагаем услуги, я, побывав там первый раз, скажем так, сначала удивился тем красотам, которые нас окружают, а потом удивился второму, что мы мало что можем предложить туристам. И еще один короткий вопрос. 19-20 проходит первый межрегиональный фестиваль РГО Таратау. Как попасть? Как стать участником? Очень легко. Приходите с 10 утра каждый день, Конгресс-холл Таратау с одним и тем же названием, что у нас фестиваль, что Конгресс-холл. Там и научно-практические конференции, там и студенческий фестиваль. Плюс, кстати, у нас работает круглый год лекторий РГО. Это когда интересные люди, это и ученые, и путешественники, читают лекции. Например, Кирилл Франюк, он прошел Уральские горы от Оренбурга до севера. Где найти? На наш сайт Русского географического общества заходите, там есть тайминг фестиваля полностью, и порядка 8 лекций. Там есть видеолектория РГО, те фильмы, которые снимаются. И там все это посмотрите. Извиняюсь, вынуждены прерывать, ограниченное время. Конечно. Спасибо большое. Гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был Салават Сагитов, председатель Башкирского отделения Русского географического общества.